Это актуальное интервью в студии Полина Долинская. Филармония Якутии готовится представить слушателям второй концерт из цикла «Фабио приглашает». Самый известный в России итальянский маэстро представит программу в исполнении симфонического оркестра «Симфоника Арктика» с участием лауреата международных конкурсов, солиста Московской филармонии, скрипача Льва Солодовникова и заслуженной артистки России и Якутии Марины Силиной. Сегодня гости нашей студии Фабио Мастранджело и Лев Солодовников. Здравствуйте. 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 Фабио, первый вопрос будет к вам. Вот вашей работоспособности можно только позавидовать. Как вам удается руководить несколькими оркестрами в разных концах страны? Театром мюзик-холл, да еще и давать концерты. Вот как вы это все успеваете и что это вам дает? Ну, конечно, много путешествую, это первый. Мало сплю, наверное. Но поскольку я очень сильно люблю свою работу и очень люблю музыку, и, конечно, люблю свои коллективы, среди которых, конечно, Симфоника Арктика, здесь в Якутске, уже 8-й год возглавляю. В Москве симфонический оркестр города Москвы, Русская филармония. В Санкт-Петербурге, конечно, театр, мюзик-холл и 2 оркестра. Северная симфония и Северная симфония. Еще в Новосибирске являюсь художественным руководителем камерного оркестра. Все ребята знаю лично, с некоторыми работаю уже на протяжении последних 15 лет. Поэтому можно сказать, что не только музыканты моего оркестра, а вообще друзья. Поэтому очень легко с ним работать. Даже когда приезжаю, очень устал, достаточно начинать музыку дирижировать, и сразу как-то появится энергия. И очень как-то увлекаюсь в процесс. Поэтому не так сложно. Наоборот, мне кажется, что несмотря на усталость, конечно, которая иногда присутствует, мне кажется, что здесь удовольствие нам настолько больше, что некоторые думают, что я вот выгляжу моложе в своем возрасте, именно потому что получу такое удовольствие от музыки. Как начали вы со Львом сотрудничество? Когда вы познакомились? Мы познакомились несколько лет назад, когда на, можно сказать, приказ почти, или на заказ хотя бы, Лев выучил сложнейший скрипичный концерт Респиги, Торино Респиги, итальянский композитор, который, кстати, жил у нас в России, в Санкт-Петербурге. Он учился у Римского-Корсакова, играл в оркестре Мариинского театра, чтобы зарабатывать чуть-чуть денег. Да. Он вообще врал. Он написал в книге, что он был концертмейстером оркестра, а он играл вообще в алтах. И вот. Но он был, конечно, великолепный композитор, и я очень люблю его музыку, и давно мечтал исполнять именно этот концерт, который Лев сыграл. И концерт, правда, сложнейший, не только технически, просто текст очень такой, очень непростой. И я был настолько поражен уровнем исполнения Льва, что сразу я подумал, что ну вот, мы должны найти способ, как еще раз сыграть вместе. Сначала я подумал, что мы где-то можем повторить этот же концерт. А вот так получилось, что недавно совсем Лев меня написал: маэстро, дорогой, как у вас дела? Я напомню, что, может быть, мы сможем с вами что-то играть. И вот и так вышло, что Сергей Гиршенко, который был запланирован на этот концерт, в конце концов не мог, потому что его ставили, он, напоминаю, это является концертмейстером госоркестра в Москве. Когда, конечно, работы зовет, ты не можешь отказаться. И вот мы искали замену, я сразу вспомнил, что Лев смог бы, может быть, играть, и он любезно согласился, поэтому я очень рад, что мы имеем еще раз шанс сыграть вместе. Лев, Взаимно, а для вас что значит вот это сотрудничество, совместная работа? Для меня большое удовольствие играть под управлением маэстро Фабио, потому что вы делаете всегда праздник и немножко феерию из самого процесса освоения музыки. И это передается всем, это передается исполнителям, и это передается публике.
Кроме того, я был счастлив выучить концерт Стравинского, потому что когда месяц назад мне написали, собственно, я концерта Стравинского, ну, музыку я, конечно, знаю, слышал много раз, ее часто играют в консерватории, но я за годы своего обучения, так получилось, прошел мимо этой вещи, мимо этого замечательного 20-вечного скрипичного концерта. Вот, и я его выучил сейчас, и я рад, мне очень нравятся эти опыты освоения нового. Материала, да. Да. Давайте как раз поговорим о программе, которую вы для нас подготовили. В этот раз это исключительно состоит из российских произведений. Вот Да. почему именно выбор пал на Мусорского и Стравинского? Вообще, когда мы придумали вместе с директором филармонии и с художественным руководителем филармонии этот абонемент, который, как вы нам напоминали, называется «Фабио приглашает». Конечно, идея была таковая, что я как художественный, как главный дирижер симфонического оркестра имею право как-то сыграть, продирижировать та музыка, которую я больше всего люблю. И поэтому недавно, где-то месяца назад, когда мы открыли с первым концертом этот цикл концертов, мы сыграли там музыка Дебюсси, это замечательная музыка, называется «La Demoiselle élue», девушка избранная по-русски, сюита из балета Равеля «Дафнис и Клоэ», и два произведения Брамса: «Академическая увертюра» и «Песня судьбы». Задача была таковая тоже тогда. Мы недавно сформировали в филармонии хор, поэтому я очень хотел иметь шанс показать в своих программах тоже хор. И это будет еще раз, конечно. В этот раз хор не будет, но на первом концерте хор участвовал на 3 произведения из 4, поэтому, конечно, почти 75%. То есть привлечение хора это у вас еще в перспективе? Конечно, конечно, конечно. Они уже были со мной в Санкт-Петербурге, мы там исполняли «Колокола Рахманинова», шикарное произведение, которое я очень сильно люблю. Вот. В этот раз я хотел сделать, наоборот, омаж Россию. Это страна, где я уже больше 18 лет живу. С гордостью я стал гражданином России 9 лет назад. И это страна, которую, конечно, я прежде чем как гражданин Российской Федерации, я люблю очень сильно, потому что российскую музыку я любил. И даже, можно сказать, советскую, почему нет, музыка Прокофьева и частично Стравинского, который, конечно, ушел уже до того, но считается каким-то образом тоже полусоветский композитор и так далее. И поэтому я тоже давно хотел исполнять концерт Стравинского, и в самом деле, повторяю, очень рад, что мы будем это делать, особенно вместе с Львом. «Поцелуй феи» — это огромный балет Стравинского, из которого мы играем большая сюита. И вокальный цикл детская называется, Мусорского. Это просто великолепная музыка. И Марина, наша солистка, которая сейчас, конечно, занимает очень высокое должность в правительстве, министр культуры, конечно, это нам касается напрямую. Она оказалась шикарной певицей. Так что я очень рад, что вот у меня есть два интереснейших солиста и музыка, которую непременно я люблю, поэтому думаю, что успех обеспечен. Лев, к вам вопрос. Вы уже успели порепетировать с оркестром? Да, конечно. Что вы можете сказать о нем? Какие ваши первые впечатления? Мои первые впечатления – это высококлассный, качественный оркестр, слаженный, готовый практически к любому указанию дирижера, готовый выполнить его практически сразу. Ну, если я могу добавить, конечно, это особенно этот оркестр и питерский оркестр. Для меня это как собственный ребенок, детей. Это ребенок, который родился 8 лет назад и очень стремительно растет. Я имею в виду якутский коллектив.
И тогда было совсем непросто создавать этот оркестр, потому что напомню, что до того, что мы создали оркестр, 20 лет в Якутске симфонический оркестр отсутствовал. То есть после Советского Союза, к сожалению, этот период, много чего нехорошего случилось в стране, и многие вещи закончились или то ли временно, то ли навсегда. Вот это была судьба того коллектива, который руководила Галина Кривошапка. И вот, видимо, желание создавать снова симфонический оркестр было очень сильно. И когда меня позвонили, я с радостью согласился. И вот мы начали этот процесс отбирания людей, музыкантов. И это было совсем непросто, но интересно. Но сегодня я могу согласиться полностью с том, что как Лев охарактеризовал наш коллектив, потому что знаю, что я требовал с самого начала дисциплина и внимание к деталям и так далее. Вы были строгим родителем к своему детищу. Ну, строгий, конечно, я их люблю. Поэтому, да, строго, как может быть строгим с детьми. Но в том числе, конечно, я знал, что передо мной сидят иногда контрабасисты, профессионалы. Поэтому я знал, что, может быть, процесс не сразу пойдет. Но я был уверен, что все должно было быть нормально. И в самом деле это мы доказали сразу, потому что через меньше года мы уже гастролировали в Москву и в Санкт-Петербург. И играли концерт в зале не менее важный, чем концертный зал Мариинского театра. Поэтому это большая ответственность. Фабио, а что вы можете сказать о нашем якутском слушателе? Отличается ли он от слушателей таких центральных городов России, как Москва или Санкт-Петербург? Во-первых, я должен сказать, мы с Львом об этом говорили вчера. Мы, если можно, себя хвалить, как говорят, если сам себя не хвалишь, кто может. И мы создали нашу собственную публику. И это, я считаю, для нас это большая победа, потому что, конечно, после такой длительный период, когда симфонический коллектив отсутствовал в городе, это практически 20 лет. Люди забыли о том, что это такое симфоническая музыка, да? Какое-то незнакомое, да, существо. Вот мы потихонечку, конечно, здесь надо сказать, что коллектив филармонии, помимо музыкантов, администрация филармонии делал огромную работу. И сегодня мы имеем собственную публику. И я думаю, что многие знают, хочу всех обрадовать о том, что мы относительно скоро будем иметь свой концертный зал. Это очень важно, потому что, как я сказал с самого начала, чтобы коллектив имел возможность стать великим, надо иметь зал, концертный зал, где существует шикарная акустика. Без этого, конечно, невозможно делать последний шаг. Мы очень много шагов уже выполняли, надо самый последний. А среди ваших слушателей много ли молодежи? Вы знаете, довольно много. Да, я могу вам сказать, что вот наверняка потому и не был коллектив столько лет. Люди как-то начали, может быть, ради любопытства или что-то, к нам ходят всех. Дети, молодые люди, менее молодые и так далее. Лев, а чего вы ждете от наших якутских слушателей? Вы знаете, мне трудно сказать, жду ли я чего-то от слушателей. Прежде всего, я жду, конечно, что они придут. Я жду, что они придут, что у нас будет, что тут скрывать, полный зал. Да. Я очень на это надеюсь. Я, конечно, мечтаю ощутить какое-то тепло, какое-то дыхание от публики, но на самом деле я просто в предвкушении самого концерта, потому что играть, даже если это не будет полный зал, играть — это большое удовольствие.
и в частности такую музыку, как концерт Стравинского. Это Конечно. Ну и напомним, когда будет проходить ваш концерт и где наши гости и жители столицы смогут его увидеть? Значит, концерт 14 марта в 18:30 в музыкальной школе в самом центре города, в самом деле напротив Дома правительства. И программа, как мы уже говорили, состоится из музыки Мусорского и Стравинского. Лев Солодовников, наш солист, наш великолепный солист, играет концерт, скрипичный концерт Стравинского. И мы еще исполняем вокальный цикл детского Мусорского и поцелуй феи Стравинского. Большое вам спасибо за такое интересное интервью. Спасибо. Конечно же, желаем вам Спасибо. творческих побед, новых открытий. А я напоминаю, что это было актуальное интервью. Оно подходит к концу. Гостями нашей студии сегодня были Фабио Мастранжево и Лев Солодовников.